Добрый день, уважаемые кыргызстанцы. Хотел высказаться по ситуации, которая сложилась между Сыймыком Джейпакеевым, Кубанычбеком Джумалиевым и другими коррупционерами. Почему долгое время не высказывался на этот счет? Это, во-первых, я ждал реакции со стороны Кубанычбека Джумалиева, а затем со стороны официальных представителей власти нашей. Реакция со стороны Кубанычбека Джумалиева на самом деле очень меня рассмешила, потому что нет ничего смешнее чиновника, который клянется на Коране, что он никогда не воровал, чиновника непорядочного, который клянется на Коране, что никогда не воровал. Со стороны официальной власти пока никакой реакции не последовало. Но для начала я хотел бы начать с самого Сыймыка Джейпакеева, который поднял всю эту шумиху. Первый раз об этом человеке я услышал год назад, когда в Кыргызстане собирались добывать уран на Иссык-Куле, и практически вся общественность Кыргызстана была против этого. Так вот, Сыймык Джейпакеев, в отличие от многих, поехал на месторождение Кызыломпол, взял интервью у местных жителей, чтобы получить информацию из первых уст, и донес ее до нас. Это очень правильный, нужный шаг был. За это Сыймыку Джейпакееву большой респект. Затем мы с Сыймыком Джейпакеевым встречались на первой реакции, на второй реакции, которые были организованы из-за расследования Азатыка и Клоп по Раиму Миллиону и выведению $700 миллионов из Кыргызстана. В общем, этот человек с очень активной гражданской позицией, которому действительно не безразлична судьба Кыргызстана. Ради этого он идет на большие жертвы и очень рискует, высказываясь достаточно жестко по всем этим вопросам. Поэтому в целом к этому человеку нельзя относиться неуважительно. Он заслуживает уважения за все его действия. Что касается ситуации с Кубанычбеком Джумалиевым, то меня здесь смущает один момент, то что Сыймык Джейпакеев просит, чтобы официальная наша власть отнеслась к этой его информации, к этой его просьбе с пониманием и начала расследование в отношении этого человека. То есть Сыймык Джейпакеев ждет от нашей власти какой-то справедливости. На самом деле, мне кажется, это очень наивно с его стороны рассчитывать на справедливость в нынешних условиях, потому что расследование в отношении Раима Миллиона продолжается до сих пор. Его имущество никак не могут посчитать, уже прошло 2 года, в то время как, скажем, в отношении каких-то оппозиционных сил, людей, власть может провести расследование в течение суток. А здесь уже 2 года, и мы не видим никаких результатов. Так же, как и Сыймык Джейпакеев, после первой и второй реакции я действительно искренне верил в то, что последует реакция со стороны президента, реакция со стороны правительства, но никакой реакции не последовало. Единственное, что мы услышали: дайте факты. Несмотря на то, что это расследование было максимально профессионально выполнено, оно даже было признано международными организациями лучшим расследованием за 2019 год, несмотря на это, никаких подвижек нет до сих пор. Поэтому глупо обращаться к власти и просить их провести справедливое расследование. Также, мне кажется, одним из основных доводов в пользу того, что объективного расследования ждать не стоит, это нынешняя ситуация по расходованию кредитов и грантов, которые выделили банки и международные организации для борьбы с последствиями коронавируса. Это порядка $500 миллионов, может быть даже больше уже. И официальная власть открыто сказала, что никакой прозрачности не будет, они не в состоянии предоставить отчетность по расходованию этих средств. Они говорят: вот мы сваливаем все в одну кучу, и как это дальше расходуется, мы не в состоянии отследить. На самом деле это смешно, да? В современных условиях отследить движение денежных средств, тем более поступающих от международных организаций и расходуемых для определенных целей, невозможность отследить эти средства, это смешно. И мы это все прекрасно понимаем. То есть
даже сейчас нам открыто говорят: ребята, никакой прозрачности не будет и не рассчитывайте на нее. Соответственно, уже второй довод в пользу того, что бессмысленно ждать от тех, кто сейчас сидит во власти, какой-то прозрачности и справедливости. В ситуации с Кубанычбеком Джумалиевым, на мой взгляд, возможно 3 варианта развития событий. Первый вариант – это повторяется история, та же самая история, что и с Раимом Миллионом, когда всех тех людей, которые озвучили цифры, которые по количеству имущества, которое принадлежит Джумалиеву, этих людей начинают преследовать, помещают в СИЗО, либо же в отношении них потерпевшая сторона подает иски в суд с целью получения материального поощрения. И если происходит первый вариант, то значит Кубанычбек Джумалиев очень приближен к тем людям, которые сейчас во власти. Второй вариант развития событий – это когда власть особо не реагирует, но при этом не наказывает ни тех, кто поднял эту тему, ни тех, кого требует привлечь к ответственности. Соответственно, Кубанычбек Джумалиев как бы нужный человек для власти, но при этом не максимально близкий к ней. Поэтому за лояльность этого человека к тому, что сейчас происходит, власть отплачивает тем, что никак не реагирует на весь этот шум. И третий вариант: из Кубанычбека Джумалиева делают козла отпущения, полностью забирают все то имущество, которое ему принадлежит, может не полностью, а частично, которое они смогли найти и доказать, что это незаконно нажитое имущество. Это имущество забирается. Но даже при третьем варианте, я вас уверяю, что это имущество, изъятое у Джумалиева, не пойдет в бюджет, оно пойдет, просто его распределят между собой те люди, те коррупционеры, которые сейчас сидят, которые сейчас управляют страной. И все. То есть, по сути, мы ничего этого не добьемся. Поэтому что я хочу этим самым сказать? Я хочу сказать, что глупо рассчитывать на справедливость со стороны власти, которая ведет борьбу с коррупцией выборочно. Кого-то вообще не привлекает, несмотря на огромное количество фактов и так далее. Кого-то привлекает только потому, что они не угодны власти. Поэтому в конечном счете никакой справедливости мы не добьемся. Поэтому что я хочу сказать людям из Чоңқазата, Саймуку Джабукееву, что не надо искать в лице действующей власти союзника, надо объединяться всем оппозиционным силам. В первую очередь поднимать закон о люстрации, чтобы все люди, начиная с момента независимости, с момента обретения независимости Кыргызстаном, чтобы все те люди, которые находились в руководстве, не могли больше занимать эти посты, соответственно, и дальше с раскручиванием дальнейшим всех этих действий. При этом, на мой взгляд, нельзя делить коррупционеров на акаевских, бакиевских, джембековских, атамбаевских и так далее. Потому что, по сути, основа всех этих коррупционных схем, она одна. И наша власть принципиально не поменялась за все 30 лет независимости. По сути, одни и те же люди находятся у кормушки, просто идет противостояние группировок с периодическим перебеганием из одной группировки в другую. Но, по сути, стержень, суть у этих людей одна и та же. Поэтому с ними искать у них поддержки, с ними договариваться бессмысленно. Сейчас, на ближайших выборах, все оппозиционные силы, такие как Чоңқазат и другие внесистемные партии, которые не находятся сейчас в парламенте, они должны объединяться и приходить во власть. Тогда мы будем иметь реальные рычаги влияния на правосудие, добиваться справедливого правосудия, справедливого расследования и так далее. Но на данном этапе, на мой взгляд, вот именно ошибка Саймука Джабукеева в том, что он рассчитывает на справедливость со стороны действующей власти. И это неправильно. Всем всего хорошего. Надеюсь, моя точка зрения никого не обидела. По Конституции, как говорится, я имею право на свое оценочное суждение. Кто-то может с этим согласиться, кто-то нет. Всем всего хорошего. Мы должны держаться вместе, и тогда победа будет за нами. Добрый день, уважаемые кыргызстанцы. Хотел бы выразить всем большую признательность и благодарность
за то, что вы поддержали мой пост в Инстаграме и на Фейсбуке, который я разместил в поддержку свободы слова в нашей стране. Я этот пост написал после того, как депутат Гульшат Асылбаева несла или хочет нести законопроект об ограничении свободы слова в интернете. Ваша бурная поддержка говорит только в пользу того, что потребность в свободе в нашей стране стала такой же необходимой потребностью, как потребность в еде, в воде, в воздухе. Хочу обратиться ко всем властимущим и сказать, что у вас не получится построить в нашей стране второй Туркменистан или Северную Корею. И даже не получится построить Таджикистан или Казахстан. Хочу обратиться ко всем кыргызстанцам. Давайте запомним каждого депутата, кто проголосует за этот законопроект. Мы должны поставить на политической карьере этих людей большой жирный крест. Но помимо этого, даже в повседневной жизни мы должны брезговать, подойти к ним и пожать руку. Если в случае с коронавирусом надо держать дистанцию 2 метра, то в случае с депутатами надо держать дистанцию 4-5 метров, потому что такие депутаты хуже в 100 раз любого коронавируса. Также хочу обратиться ко всем депутатам. Я понимаю, что среди вас очень много недалеких людей, которые не в состоянии просчитать последствия на 2-3 шага вперед. Но, как и в случае с добычей урана в Кыргызстане, у вас должен сработать хотя бы инстинкт самосохранения, потому что, проголосовав за этот законопроект, вы обрекаете себя на очень большие проблемы в будущем. Потому что в будущем, когда к власти придут адекватные и порядочные люди, и наша судебная система станет справедливой, тогда мы вспомним все эти ваши голосования, все эти ваши законопроекты, где вы голосовали за антинародные законы. Также хочу обратиться ко всем сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов. Вам необходимо в срочном порядке снять видео с извинениями Гульшат Асылбаевой, потому что этот ее законопроект дестабилизирует ситуацию в стране. Друзья, еще раз спасибо большое всем за поддержку. Подписывайтесь на мою страницу в Facebook и Instagram и обязательно подпишитесь на мой канал на YouTube, который называется «Островок демократии». На этом канале в ближайшие дни выйдет видео, где мы более детально рассмотрим этот законопроект и всю подлость депутата, который внес этот законопроект на рассмотрение. Всем всего хорошего. Если мы будем держаться вместе, то мы обязательно победим.